Bugün bizim yayınımız biraz farklı şekilde geçecek hürmetli seyirciler. Benim fikrim böyle. Aslında herkes bu fikirge koşulacak. Neni aytmağa istedik milli oyunlarımız, halk oyunlarımız her vakit oynalmalı. Herkes oynamak gerek. Şimdi sırrını açayım, oyunlar geçkence birkaç sual eşittim. Nasıl Ali sen haytarma oynaysın? Sırrını açayım, nasıldırdır işte oynayayım. Neyse hürmetli seyirciler, bizde biraz... Gördünüz, biz yakın oturduk. Demek bizim stüdyamızda misafir var. Biz misafirni şunu takdim edecekmiz. Bunda endi bizim soframızın üstünde birçok meraklı şeyçikler, kichkine şeyçikler ama erkeklerge ait olmagan daha çok kadınlar, kızlar için ve kızçıklar için. Biz şimdi her şey hakkında daha öyle tafsiyatlı cevap edecekmiz. Ama bundan evvel elbette misafirimizin takdim etmesi. Doğru sözler Ali, men bilesem ve elbette güzellikler hakkında laf edecekmiz ve medeni güzelliklerimizge böyle nazar taşlayacakmiz. Şu sırada bizim misafirimiz Elvina Ablatifova teşrif buyurdu. O fes ustası. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Nasılsınız? Pek yaxşı. Sabahınız neden başlandı? Sabah başlana bizim kızçığından Feridenen. O bizni tursata. Maşallah. Son biz hepsimiz ailemizden turamız. En Feridenen biz kaşa yapamız. Pek meraklı. Kımızdan. Машаллах. Вы, эльбетте, как мы видим, у вас красивые очень фески. Помните вы свою первую работу? Да, конечно, это было буквально вот ровно год назад. На свадьбу брата я решила одеть феску. Ну, конечно же, как я буду покупать? Я всегда любила заниматься рукоделием, решила сделать сама. Вот. Буквально, наверное, за ночь сделала феску в день свадьбы, потому что не было времени. Так и все началось. А где-то обучались или желание? Сама просто захотела, получилось. И А потом? потом уже начала изобретать разные формы фесок, так как есть разные высокие, низкие. Получалось у меня, решила заняться. Маша. Интересно. Вот сколько времени занимает сама работа? Но если не отрываясь заниматься, 2 часа. Но так как у меня ребенок маленький, занимает намного дольше. Или в частности, я работаю больше по ночам. Потому что мелкая работа, все на клею я работаю. Если вдруг что-то испачкается, уже считается браком. А заказы принимаете ли? Или вот кто покупает, у всех есть отдельное желание, цвет, узоры. Как это влияет на феску? Ну, каждый выбирает под свое платье. Стараюсь подсказывать, конечно, клиенткам. Они всегда, очень мне нравится то, что они надеются на мой вкус. Бывает, конечно, и свои предложения вносят, но чаще всего они доверяют моему вкусу. А изначально, то есть они заказывают феску или все-таки уже готовый материал приходит и выбирают из готового? Нет, чаще всего все делаю под заказ. Наличие редко что бывает, так как у каждого свой вкус, у кого-то платье другого цвета, орнамент другой. Поэтому я стараюсь все делать под заказ. Могу и даже за час сделать, поэтому если срочность... Вы тут пока посидите с ребенком, поиграйте, я вам быстренько фесочку сделаю. Такое тоже было. Интересно. Но сегодня здесь очень много их представлено. Но я так понимаю, это не все работы. Да, их очень много, но в наличии это все, что есть. Ну просто здесь вот есть и большие, и маленькие. И вот действительно, когда мы говорим о маленьких, мне просто вот интересно стало. Как это будет смотреться на тебя? Нет, это для очень маленьких девочек, да? Даже для новорожденных подходит, для годовалых. Но это больше как декоративная феска считается, потому что все равно маленьким деткам это долго, вот как я по ребенку своему сужу. У нас редко фески бывают, так как она не носит их для фотографий на 5 минут и все. А здесь вот резинка, да? Это резинка? Это резинка, да. Да, гипюр стрейчем.
Интересно. Это чтобы, когда Ну да, много чтобы... бегала, да, не Да, упала? да, держалась удобная мягкая резиночка на голове, чтобы... Покупают, да, наши телезрители? Да, да. Всем нравится, как бы это новшество. Ага. Мгм. Гузель. Интересно. Очень интересно. Не, ну на самом деле здесь их много. Какое-то, вот я не знаю, какое-то вдохновение должно быть для того, чтобы сделать одну феску? Да, это, конечно, иногда даже бывает, нет вдохновения, приходишь в магазин покупать что-либо, гипюр, камни, уже на ходу экспериментируешь, придумываешь, потому что готовый материал отличается от того, что было изначально. Мгм. А как вы форму делаете? Интересно очень. Ой, саму форму это сложный случай. Долго. Там есть, как я знаю, отдельные расчеты насчет форм. Но я свой метод изобрела, конечно, секрет не буду рассказывать. Мгм. А вообще, основа фески самой, просто вот если взять, из чего состоит феска, и вот чтобы потом вот в итоге получился вот такой красивое. Основа фески картон. Мгм. Я делаю двухслойный картон, потому что это удобнее, она более пластичная, ну, не ломается сразу. Вот. Конечно, начинала из более плотного картона, так как боялась, что при натяжке, потому что я сильно натягиваю, чтобы идеально лежала ткань. Потом девочки говорили, что это тяжелая феска получается, и я решила более тонкого, но также неплохо получается, в принципе. Не жаловались, что тоненькая или еще что-то. А материалы, смотрю, как у вас кожа здесь обычная и разные, вот не знаю, как это, что лучше? Это без разницы. Работаю с разными материалами, на вкус любой. К примеру, у кого-то платье трикотажное, у кого-то атласное. Делаю с разными материалами, даже вот из пайетков делаю, разнообразные. Также делала с цветами, работу недавно была. Так как я также фотографирую, любитель, и фески, разные композиции делаю под фески, и клиентке очень понравились мои композиции, мы решили сделать такую цветочный фес. Вот. Ага. А формы сами придумаете или идеи есть? Вот национальная наша национальная феска, а может как-то изменить нашу феску? Не пробовали? Нет, честно говоря, ну, Новаторские изначально подходы. вообще форма была не такая даже, она более высокая была. Просто девочки сейчас любят более аккуратные формы, они больше пользуются спросом. Конечно, я делаю разных форм, и высокие, и пониже, но самая распространенная форма это вот такая вот, она идет 6 сантиметров, вот, и самая удобная в ношении. Бывает ли сезон фесок, когда у вас активно покупают фески? Да, сезон фесок вот буквально недавно закончился, свадебный, потому что в основном берут на свадьбу фески. Очень, конечно, приятно, то, что наши девочки уже не стесняются, одевают, так как большинство мне пишет, а как вообще я первый раз одеваю, там стесняются, может быть. Я говорю, все очень красиво, так как я тоже раньше, для меня было дикостью одеть феску. Когда я сделала своими руками, поняла, как это красиво, можно делать разные, потому что, естественно, оно отличается от наших старинных фесок, национальных, но мы идем в пору со временем, поэтому мы и одеваемся, и стиль у нас также меняется, поэтому и фески, я считаю, что тоже должны соответствовать нашему стилю. Вот теперь такой вопрос с точки зрения так, мужчины, да? Мужчины приходят как бы со своими женами, с супругами, чтобы вот выбрать феску, и помогают ли они при выборе? Да, были и такие случаи, мужья советовали. К примеру, при покупке, если в наличии что-то выбирать, они советовали. Некоторым даже очень нравится это все, они поддерживают. Да. Интересно. на самом Есть ли постоянные у вас клиенты и что они нового от вас хотят? Да, постоянно клиенты, конечно же, есть. Ну, они чаще всего полагаются на мой вкус. Я сама всегда придумываю разные варианты. Не люблю делать одно и то же. Стараюсь всегда что-то новенькое предложить для них. Конечно же, стараемся не останавливаться, двигаться. И также меня клиенты в этом поддерживают. Чок Мирахлы, еще чем занимаетесь в свободное время, если у вас свободное время? Маленький ребенок, это свободное время, а? Нет, конечно, есть свободное время.
когда ребенок спит. У меня вся ночь впереди для этого. Также оформляю нишан, коробки. Лично свою свадьбу подготавливала я. Также оформление машин. Все это я занимаюсь, правда, реже намного, но мне также это нравится. В национальном виде? Если не И в национальном, конечно же, бутылки шампанское это не наше национальное, но стараемся Байрак. соответствовать Да. нашему. Мне вот единственное, что, ну так чисто на будущее, да, чтобы я тоже знал, разбирался вот во всем. Я сейчас возьму. Так, вот здесь есть вот такой вот как шнурок, да? Кисточка. Кисточка? Кисточка. Ага, хорошо. Вот как это, в какой сторону, с какой Да, стороны она правильно должна вообще. висеть, вот чтобы правильно было? Ну, обязательной стороны нету. Я всегда у клиенток интересуюсь, как им удобно. Некоторые привыкли носить на левую сторону, некоторым неудобно, там мешает на этой стороне, некоторые на правую. Поэтому это все от выбора клиенток. Также и Линия, размер. да, есть сзади? Да, шов. И размер также, все это я интересуюсь у клиента, потому что кто-то любит, чтобы феска была больше, удобнее им, когда она больше. Кто-то любит, чтобы она была поменьше, аккуратнее. Поэтому это все от клиента. А размер головы как бы играет значение? Вот играет роль? Да, конечно. Да? Но чаще всего я по размеру не сужу, я смотрю на фотографии и уже примерно ориентируюсь, потому что люди меряют полностью окружность, а феска полностью по окружности головы не садится. Ну, как бы это только колпак так носится, полностью мужской. А как правильно надевать? Правильно? Ну, правильно. Советы. Ближе Вот к колбу, Не да. ошибаюсь, да, как-то? Нет, Вот на так. макушке не носится, а ближе к колбу носится. Не, ну если я сейчас одену, то я ее так испачкаю. можно. Блин. знаю, наверное, Можно не прямо, налезет. можно на бок. У меня вот не налезет оно. Сейчас носят все как... Я вот чисто в Вот так. ахайском стиле, я как колпак могу ее одеть. Вот, как-то Вам так. очень идет. Ну, просто под цвет подбирал. Не, на самом деле, это очень интересно, это очень красиво. Я снимать не буду, так закончу эфир. Вот в конце нашей беседы, чего бы вы хотели пожелать нашим телезрителям или телезрительницам? Хотела бы пожелать им не стесняться, не забывать наши традиции. Ведь это не только красиво, это также стильно, удобно. Будьте оригинальными и развивайтесь. Сау болыңыз, сізге де Çok бұл sağ olun. ішлеріңізде муаффақиятлерін тілейміз. Ve балачығыңызны да бұл студиямызда көрмеге істейміз. Гүзел бойлы фестлерінен ve bizim студиямызны яраштыра ve сізге ilham elbette. Çok sağ olun gelgeniniz için. Бөлерікнен Seyirciler. Көресіңіз енді нелер біз yapамыз. Саға пек яқшы. Айталар да в ногу со временем. Yani biz Türklerге tek оқшадық. Tek oge кетеміз şimdi öyle bazıları şaka edecekler. Енді neyse hürmetli seyirciler yayınımız hep devam etmekte. Güzel feslerini almağa tavsiye etemiz. Fesler güzellikini bildire. Ve mengligimizni göstereceğiz teleseyirciler. Biz reklama yapmayız ama Kırım Tatar kızının başında fes olsa daha güzel, daha... Oğlanda kalpak olmak gerek. Yaxşı, anladım, neyse. Hürmetli seyirciler, növbətdəki rubrikanı seyir etiniz.